сохранить» – таков девиз врачей Республиканского клинического перинатального центра, который ежедневно борется за жизнь и здоровье матери и ребенка. И хотя свои двери медицинское учреждение распахнуло совсем недавно, новая система родовспоможения уже активно внедряется в здравоохранение республики. За короткий срок медикам удалось не просто показать положительную динамику развития, но и добиться определенных результатов. В копилке уже 700 женщин, которые получили лечение и выписали. Не женщин и малышей. 600 – это уже, извините, как бы количество, и все женщины отсюда фактически вышли с улучшением. Мы сегодня провели где-то 330 родов провели. Значит, родилось у нас около 340 детей. То есть мы здесь как бы получили. У нас ежедневно уже сделано 4 операции по высокотехнологичным методам лечения. Чтобы повысить этот показатель, необходимо наладить комплексную работу и взаимодействие всех медучреждений республики. Именно поэтому в стенах перинатального центра проходит большая научно-практическая конференция. Одна из главных тем обсуждения – так называемая перинатальная комиссия, ее цели и задачи. Заведующая женской консультацией Тамара Имиева рассказала собравшимся о пороках развития плода и тактике ведения беременности и родов у женщины с высокой степенью риска. Акрония – это частичное или полное отсутствие кожных покровов костей черепа и аномалия развития головного мозга. Порок выявляется на ранних сроках, до 21 недели беременности, пока плод не жизнеспособен. И также необходимо ставить вопрос о детерминации этой беременности. За 1,5 года ингушским медикам удалось снизить младенческую смертность на 20%. Уже сейчас по этим показателям республика опережает субъекты СКФО, входит в десятку лидеров и справляется с этой задачей не хуже других. Хорошим подспорьем для этого стало современное оборудование, квалифицированные врачи, тесное взаимодействие с крупными медучреждениями страны, работа дистанционного консультативного центра и не только. Все сложные случаи сегодня, вот вы слышали предварительно, да, о чем главный врач говорил, они уже замыкаются на перинатальном центре. Каждый ребенок, находящийся в реанимации, новорожденный, консультируется, значит, по системе телемедицины с научным институтом. Это уже результат, это возможность выжить. Сделано немало, а предстоит еще больше. Участники конференции уверены, на достигнутом останавливаться нельзя, а потому первостепенными для ингушских врачей становится сразу несколько задач. Это организация работы дистанционного консультативного центра для оказания медицинской помощи и динамического наблюдения за беременными, роженицами, родильницами и новорожденными с высоким риском по материнской и перинатальной смертности. Нам необходимо снизить до уровня непредотвратимых потерь показатель материнской смертности. И снизить, конечно же, основная задача – снизить младенческую смертность до 6 на 1000 живорожденных. С открытием перинатального центра желающих получить медицинскую помощь в стенах именно этого учреждения значительно возросло. Учитывая, что в республике действует 3 уровня системы родовспоможения, стоит отметить, лечение и наблюдение беременности в клиническом центре требуется женщинам высокой группы риска по развитию перинатальной патологии и инвалидности детей. 3-й уровень – это уже наш перинатальный центр. Сюда попадают женщины среднего и высокого риска. Это значит осложненные экстрагенитальные патологии, акушерская патология, ну и, соответственно, патологии плода. Наращивая темпы работы, ингушские медики поэтапно выходят на новый уровень развития здравоохранения в республике. Недавно в перинатальном центре запустили проект телемедицины, который позволяет посредством видеосвязи проводить совещания с врачами на удаленных расстояниях. Это еще один шаг на пути к снижению младенческой смертности. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.